Мастер, передающий свой внутренний мир через творчество, чаще всего работает в направлениях экспрессионализма, абстракции или символизма, где эмоция важнее точного изображения реальности. Картины Елены Волковой можно назвать ярчайшим примером такого творчества. Художница использует свой личный пример и внутренний мир, который не видим постороннему глазу, для отражения глубокого и духовного состояния души, любви, жалости. Это вообще проект про женские эмоции, про женский опыт и какие-то наши переживания в жизни. И мне было интересно рассказать о том, не только личную свою историю, хотя тоже, может быть, кому-то будет любопытно именно мой опыт как женщины, потому что у меня 3 детей, у меня муж, мы переехали. Но мне было важно рассказать о том, что мы в каких-то обстоятельствах чувствуем очень много всего, что мы на самом деле не осознаем или считаем неуместным. То есть это про какой-то внутренний мир наш, эмоциональный. Художник микс-медиа Елена Волкова – это автор, создающий произведения искусства путем комбинирования 3 и более различных материалов, медиум и техник в рамках одной работы. В отличие от классических живописцев, такие материалы мастера не ограничиваются только холстом и одним видом краски. Дневниковые какие-то мои философские записи, которые дополняют эту историю с этой стороны, что я уже вербально рассказываю более конкретно про какие-то свои ситуации, как я там реально себя чувствую, как я это ощущаю. То есть это про дополнение к визуальному ряду, к такому более чувственному ощущению, просто как восприятию, через текст, через восприятие, через понятные какие-то величины, через образы, через ситуации. Многие посетители давно знакомы с Волковой и ее творчеством. Они поделились, что с большим удовольствием посещают ее выставки. Для меня абстрактное искусство немножечко, так сказать, надо понимать, надо вникать, надо думать. Может, этим оно и хорошо. Отправляет меня материнство, тезис про материнство, что она растворила своих 3 замечательных детях и потеряла свою какую-то основу. И в этом она себя нашла, замещая, так сказать, временное отсутствие какой-то там небольшой промежуток со своими детьми. После долгого извилистого пути мы оказались все здесь, имеем возможность посмотреть работы, вдохновленные личным опытом. И, Лена, я надеюсь, что это только начало твоего такого середина и дальше большого творческого пути. Экспозиция будет открыта для посещения до 20 мая. Милана Агарба, Адиса Сагаря, Заурли, в Абхазское телевидение.